начинаем после матча пресс-конференцию, в которой принимают участие главные тренеры игравших сегодня команд. Лукшина Бобруйск, Вячеслав Леонидович Геращенко, футбольный клуб «Городея», Сергей Валерьевич Еромков. Сергей Валерьевич, как и его команды гостей, первому слову, пожалуйста. Ну, во-первых, мне всегда приятно возвращаться в Бобруйск, так как это город с футбольными традициями. Скажем, остались еще воспоминания, как я здесь играл, стали знакомые, есть друзья, поэтому атмосфера здесь всегда хорошая. Я никогда не держал обиды на болельщиков, когда выслушивал критические замечания в свой адрес, будучи главным тренером Белшины, четко ясно это все понимал. Вот, и, конечно, не буду скрывать того, что матч был для меня лично принципиально с этих позиций и с позиции того, что все-таки по турнирной таблице сейчас идет очень сложная ситуация. Исходя из этого, пришлось внести кое-какие коррективы по сравнению с предыдущими играми. Вот, я думаю, что нам это удалось. Игра была фактически полностью под контролем. Достаточно создали голевых моментов, реализовали. Практически, наверное, я говорю, что не дали сопернику создать ничего в наших ворот. Вот, смогли навязать цепкую игру и на флангах, и в средней зоне. Ну а те шансы, которые нам выпали, ну, скажем, гол с Антона Саука случайный, но, скажем, у него и достаточно без этого было момент. Поэтому считаю победу закономерной. И хочу сказать, что да, сегодня я как бы в раздевалке сказал, что ребята меня гордятся. Они умеют играть, надо время, надо подождать. Большое спасибо, Сергей Валерьевич. Вячеслав Леонидович, пожалуйста, теперь вам слово. Ну, мне Сергей Валерьевич отлично комментировать, в принципе, вообще ничего. У нас не получилось абсолютно ничего. Ни в атаке, ни в обороне, ни на флангах, ни в центре, ни заходим даже. Поэтому я могу только просить, даже не то что прощения, не извинения, а прощения у болельщиков за тот футбол, который они сегодня видели с нашей стороны. Ну и в дальнейшем мы, наверное, стараемся, ну, если мы что-то из себя представляем, как футболисты, там, и тренеры, руководители клуба, выйти из этой ситуации с честью, тогда можно будет сказать, что да, у нас была команда через какой-то промежуток времени. А так абсолютно провальная игра и результат ее закономерный. Даже счастье, что мы проиграли на 2, 5 и 8. Большое спасибо. Уважаемые коллеги, теперь ваш вопрос. Вячеслав Леонидович, Николай Алексеевич, могу сказать, а причины после паузы, почему не удалось по горячим следам, можете назвать? Ну, я не могу назвать однозначную причину. Опять-таки, я предполагаю комплекс причин каких-то, но я сейчас не могу их по горячим следам наносить на, скажем, всеобщее обозрение. Здесь все, абсолютно все. Спасибо, еще вопрос. Богданович, Призбол. Вячеслав Леонидович, ну, я уже лет 50, почти 50 лет смотрю футбол, и не так часто возникают вообще основания для такого вопроса. Поэтому хочется как-то деликатно его сформулировать. Очень напоминала сегодняшняя игра, ну, как-то сдачу, сплав. И это извне, а вот изнутри, есть ли вообще основания для такого утверждения или мысли вообще допускать такую мысль? Знаете, в наш век и в сегодняшнее время можно гонять любые мысли и допускать любые мысли. Ну, я не думаю, что наши футболисты способны на такое, это даже и подлостью называется же, это просто нет слова внимательного, чтобы это выразиться. Но и опять-таки, я все-таки верю, я просто думаю, что это один из матчей, который иногда бывает часто в сезоне, который полностью провален, когда получается, не получается абсолютно ничего. Когда все летит мимо, где сантиметры, какие-то там миллиметры, мяч не заходит в ворота, и наоборот, с твоей стороны, когда каждый удар таит какую-то опасность, там, рикошет или гол, который мы сегодня второй сам себя забыл. Все-таки я больше склоняюсь, что это вот это, что я не знаю. Сергей Валерьевич, там, наверное, до матча с Хромкачами ваша команда на стартовом отрезке чувствовалась, смотря на опытный состав, некая нервозность.
Сейчас можете сказать, что команда ментально раскрепостилась и чувствует себя хорошо в высшей лиге? Вы считаете, что у нас команда очень опытная? Достаточно. Ну, я не говорю то, что команда сейчас раскрепостилась. Я всегда говорю, что мы пытаемся играть. Пытаемся играть и проповедуем тот футбол, который исходит от моей философии. В силу каких-то причин это не всегда получается. И я вам скажу так, что сейчас, опять же, следующая игра с Неманом будет в Месседже, да, она будет, я думаю, что порядок сложнее. И мы не смотрим, скажем, какая у нас игра там, в 15-м туре с кем. То есть идем поэтапно. То есть сейчас задача на первый круг стабилизировать игру, не забывая об очках и, самое главное, психологически адаптировать футболистов, которые когда-то играли в высшей лиге или которые вообще не принимали в нем участие. У нас таковые есть. И продолжение вопроса, когда будет домашняя игра уже на вашем поле, и будет ли это вам в плюс вашей команде? Ну, всегда хотелось бы, конечно, чтобы в плюс все-таки это, скажем, свои болельщики поселка Городея. Ну и планируем, если никакого форс-мажора не будет, то Славию принять у себя. Еще вопросы? Вячеслав Леонидович, сегодня не было заявки российских легионеров Юшина и Буранова, они еще в команде? Причина их отсутствия? Еще вопросы? Вопросы больше нет. Закончено. Большое спасибо.